İsa xamadam kasıtan sena kand xir xafsan kana profesiyona fala erzay radka kurdiyat. Xamaday maktam xana abun alavardı wazak Kristina Gogina vadar. Uy ala konsertun programmay dar xayat kufay suat sena makarşıt zardata barux skana ya ayf qalasay. Istema sena yaxi kut sari baray dara. و may ya ayf xast kun zarjıtı xayraysta bira xurzaxta kud na respublikay afta و من اتیادر فلا ya yulistır dar lavarıl nmaya ya qabulam. Zara kanagan انتس سمندر استک استارن کد یا وارزون قطعان آفته یواخس آدمندر انا قوستارت نیکووینس فتزاج درو خورزمات ینتست تایک اوخو کدفتنس کد اخص یا آل قطعال در ودت تلنن کریستینا آبون رازورزن یا خدگ Kristina Gassamtsun. Salam. Amana tradition fars satta dabun svalatima rgum ana khoskanama amasin sa forstatan rostzu optatsaya. Oya. Zdán bítěte Milana, man fende bofarsen Kristina, sama da bofende dis dorekkanak swaven. Mochajzunam de česlefastama kaj vorstoj koffen. Ama koffen had oj вот sama boiftoj зорчетл. Все начиналось с танцев. Во Дворце пионеров открылся кружок современных танцев, куда, естественно, меня отдали. Я там проучилась 15 лет. Но после там же открылся кружок вокала. Но пока что я наблюдала, как занимаются мои друзья. Потом уже сама пошла. Кружок открыла Вероника Жуйкова. Под ее руководством был этот кружок открыт. Она на протяжении 5-6 лет мне преподавала вокал. И уже так плавно все переросло из танцев в пение. Мне больше понравилось петь, мне понравилась та энергетика, которую я получала на сцене, когда я пела. Естественно, мне нравилась отдача зрителя больше, нежели когда я танцевала. Мне очень нравилось танцевать. Я и сейчас очень люблю танцевать, по-моему, каждый любит танцевать. Бывает же, да? Наушники в уши и танцевать, и танцуешь, и там. Но петь мне больше понравилось, потому что я больше вижу себя певицей, нежели танцовщицей. После я поступила в музыкальное училище, на академический вокал, окончила. Параллельно работаю в 5-й школе. Özden beştav tarsin, mama farstav uaxam. Интесте тефандагл цаугая уйцахамвуд. Цыбыр тайбан разурда интесте тефандаг. Мой творческий путь начинался с конкурсов. На первом моем конкурсе это была «Студ Весна». Там было очень много конкурсантов. Естественно, я одна с Южной Осетии. Но тогда я помню, я очень сильно переживала, я очень хотела достойно представить нашу республику, чтобы хотя бы какое-то место получить. И тут, когда уже финал, должны объявить, кто какое место получил, и когда уже вот думаешь, все, наверное, уже ничего не получу, и тут ведущий говорит: и первое место получает Республика Южная Осетия Кристина Гогинова. Так это было неожиданно. Я, честно, даже не думала вообще, что я вообще какое-то место получу. После у меня была, это уже был конец года, как бы подводились итоги, 2007 год. Я выигрываю в номинации «Певица года». Очень неожиданно для меня, было очень приятно, что меня выделили. В 2011 году по приглашению Светланы Медведевой, супруги бывшего президента Российской Федерации, я приняла участие в фестивале «Восходящие звезды» в Кремле. Мы долгое время готовились к этому фестивалю. Фестиваль проходил в Кремле. Мое выступление было не эстрадное, а академическое. Там исполнялся академический вокал.
Конечно же, я очень переживала, вообще спать не могла, как представила, потому что вот мне надо выйти, выступить перед первыми лицами Российской Федерации, тем более это все транслировали по всем каналам. Я чувствовала всю ту ответственность, которая легла на меня, я должна была представить республику достойно. И каждый раз эта мысль сильно пугала, я все начинала, я говорю, может, не стоит, может, не надо. С Божьей помощью все прошло хорошо, я выступила. Если честно, я вообще не помню, как я дошла до сцены, как я встала, как я спела, как я обратно зашла, вообще ничего не помню. Это, наверное, самое такое яркое воспоминание, потому что там было очень много разных встреч с разными российскими звездами, экскурсия по Кремлю. Джиуталон. Ищимон бахоскута абинютития самай зоракканагсвата. Мне всегда помогала моя семья. Это мой отец, моя мать, моя сестра. У меня творческая семья. Мой отец, заслуженный артист Республики Южная Осетия, участник группы Бун Варнун. И, естественно, часто бывало так, что когда у них бывали репетиции, когда они репетировали, то я часто с папой, мы с папой вместе бывали там на репетициях. Естественно, мне очень нравилась та атмосфера, как они пели, какая подача была, кто на гитаре играл, кто на синтезаторе играл, кто пел. Когда снимается какой-то клип или какая-то песня записывается, всегда первое, что я делаю, это отсылаю своей сестре. Неважно ее мнение, что она скажет. Она не певица, но она всегда видит она всегда видит, где хорошо, где плохо, где чего-то не хватает. Мой отец, с какой бы просьбой бы я к нему не обратилась, он всегда мне может помочь, всегда посоветует что-нибудь. Ну, а мама, как и все мамы, всегда поддерживает меня. Зағманын, дазарчса да хадакфасса сонг текстер мелодиюнг. Увы, этого таланта во мне нет. Песни писать я не умею, но когда я перепеваю чью-то песню, я стараюсь внести в нее что-то свое, спеть ее так, не так, как ее поет там определенный артист, а подать ее, как я ее чувствую, как я ее вижу, чтобы не было вот ты поешь так, как поет София Ротару. Вот этого я не хочу. Я хочу, чтобы, когда я пела, меня могли узнать по моему голосу. Вабунхурс, маному дехтейлина, мафорстохам. Зарджутаца хойза хаска, свойда хадак кудрохунис. Моя манера подачи какая? Я стараюсь, чтобы в каждой песне узнавали не того иного исполнителя, а Кристину Гогинову. Деда хадака хаска, сестрадун зарджута, куската цавар музыка маканас. А вы что слушаете? Что вы любите слушать? Разные. Я тоже разное слушаю. Я могу утром сесть в машину и слушать, допустим, Ларису Долину, а вечером под Мияги ехать домой. Это зависит от моего настроения. Слушаю в основном, очень люблю слушать Полину Гагарину, она мне очень нравится. Ани Лорак, мне очень нравится, и как она поет, и вообще ее подача, и вообще как она себя ведет на сцене. Лола Тоцамаз, Цордаймо и Тротурут. Каждый конкурс, в которых я принимала участие, я старалась вкладываться. Каждая моя поездка, когда мы выезжали на какой-либо конкурс, не было таких мыслей, что вот я поеду, я займу первое место, я буду там лучше всех. Я всегда старалась, я говорю, надо собраться, надо сделать все возможное, чтобы получить хотя бы какое-то место. Потому что я ездила в такие города, как Волгоград, в Архангельск, даже в Израиле была, во Владикавказе часто принимала участие в разных конкурсах. И всегда мысль была хотя бы что-то, хотя бы третье, хотя бы второе место. Главной целью было всегда
хотя бы какое-то место привести. Но, естественно, бывало приятно, когда уже в конце, в финале, когда объявляют твое имя, фамилия, что вот Республика Южная Осетия, представитель там Кристина Гогинова получает первое место. Естественно, бывало очень приятно. Таких конкурсов было очень много. Какой-то выделить я не могу. Я к каждому конкурсу готовилась одинаково, ответственно. Потому что как-никак ты представляешь свою республику, ты должна это сделать достойно. У меня получалось. Я привозила первые места. Я иногда сама не верила. Я держала диплом и думала, господи, это я. Приятнее всего было, конечно же, получить звание заслуженной артистки. Вот уже 4 года я заслуженная артистка Республики Южная Осетия. Мне было очень приятно. Это тоже было неожиданно. Когда мне позвонили, сообщили, что мне присвоили звание заслуженной артистки Южной Осетии, мне было очень приятно. Как-никак оценили мой труд. Увы, уже в конкурсах принимать участие я не могу, так как я заслуженная артистка республики. Но в дальнейшем я буду стараться также творить. Буду стараться радовать зрителей своим пением во благо нашей Родины. Vitete morod, dachi megaskan. Zorga kunakut dois, vad samay orchoit dois. Дазарда мафилдарца профессии будут. Мне очень нравится работать с детьми, я очень люблю свою работу. Если бы, наверное, я бы не стала певицей, то я бы свою профессию связала с тем, чтобы преподавала бы танцы. Потому что мне это тоже очень нравится, я очень люблю танцевать. Когда я пришла работать в 5-ю школу, я туда пришла работать педагогом по танцам, у меня был там кружок. Если бы я не пела, то бы танцевала. В каждой школе есть кружок по танцам, где преподают народные танцы. Есть одна смешная история. Это был хореографический зал, это было после войны. Это, наверное, был 11-й год, точно не помню. Я, когда вышла на сцену, то там такой какой-то сцена такая вся корявая, у меня застрял там каблук. Я всю песню пыталась его вытащить, но никак он не вылазил. Я говорю, что мне здесь сейчас снять и так пойти, я говорю, что ли, за кулисы. Ничего. Когда я уже закончила петь, присела, достала каблук, туфельку и пошла за кулисы. Естественно, это был то ли 23 февраля, то ли, точно не помню, какой-то праздник, потому что концерт был правительственный. Все правительство находилось там, и тут пришлось, что оставалось делать? Не оставлять там свою туфельку, как Золушка. Вообще никак не повлияло на мое исполнение. Я же говорю, я допела, я всю песню пыталась вытащить. Туфельку, я говорю, чтобы, как-то, не знаю, за что она там зацепилась, я понять не могу. Я же там сейчас так не разглядывала. Я нагнулась. И сейчас самое главное, так в сторону, чтобы никто ничего не заметил, нагнулась, вытащила, встала, улыбнулась и пошла. Я всегда старалась на сцене вести себя так, чтобы не создавать себе каких-то помех. Вплоть до того, что когда я выходила на сцену, все рассчитывала, как я одета, какое платье на мне, как я должна себя вести. Допустим, правительственный концерт, как я там себя буду вести, как я буду петь. Стоит ли туда идти, стоит ли сюда идти. Бывало так, что я могла всю песню ставить на одном месте. Бывало так, что, я же говорю, это зависит от концерта, какой концерт, какое мероприятие. Допустим, на выпускных, как можно на одном месте стоять. Тем более, когда ты исполняешь песню «100 друзей» и стоишь на одном месте, это неинтересно. Я всегда стараюсь, какое бы мероприятие ни было, мое исполнение
чтобы она запоминалась. Значит, нужно задействовать зрителя. Надо с ними общаться. Во время моего пения я могу спуститься в зрительный зал, поздороваться с ними, попросить их спеть вместе со мной. Дети самые активные бывают. Они вплоть до того, что на сцену забираются. Меня вообще потом не видно. Bestauda Svetlana. Show industrie dat ze ayftoys самай артистен сацард вакалзагдар ма хматагдар. Наверное, ничего бы я не поменяла, потому что вот все те, кто выступают, мои коллеги, у них есть все для того, чтобы творить. У них есть возможности, и я им только желаю, чтобы они всегда достигали всех целей, которые они поставили перед собой. Когда я начинала свой творческий путь, мне было сложнее, потому что было очень много нюансов. Бывало так, что было сложно найти фонограмму. В наше время не было ни интернета, не было доступа ко всему, как сегодня. Сегодня ты можешь за 5 минут скачать фонограмму и просто ее разучивать. В мое время это надо было папе позвонить во Владикавказ, попросить, и то в той или иной тональности была, которая тебе нужна была. Папа мог мне 1 раз, 2 раза, 3 раза выслать эту фонограмму. А на сегодняшний день все есть для того, чтобы наши ребята творили, наши ребята пели. Проводился фестиваль в Москве, и почему-то у меня фонограмма была на диске. Диски, знаете, что такое? Я не знаю, что с этим диском произошло, но фонограмму заедала. Я папе позвонила, он кому-то в Москве позвонил. Мне же ее принесли на диске также. Ну, просто я же говорю, в мое время было сложнее. На сегодняшний день все проще. Да, есть какие-то трудности там с аранжировкой, с записью песен, но если захотеть, всего можно добиться. Mochajkut bozdam, umegeszkesz mochmakuszut fenzem szkolajder. Mana fende bozunun, kudu охорганеджекуст, зену авина. Когда я пришла работать в школу, я туда пришла работать педагогом по танцам. Это уже потом, спустя какое-то время, я стала вожатой. И вот уже 17 лет я работаю в школе. С детьми мне работать легко. Мы с ними сразу находим общий язык, особенно со старшеклассниками. Я их очень сильно люблю. Они мне ответственные, что самое главное. Какую бы задачу я перед ними не ставила, куда бы я их ни посылала, они никогда, я не помню, чтобы меня мои дети подвели. Они всегда все сделают так, как я скажу. Мой коллектив, с которым я уже 17 лет. Когда я пришла в школу работать, я только окончила школу, я пришла туда маленькой девочкой, которая, как бы для меня работать в такой большой школе, это, я, если честно, даже боялась немножко, как будет, что будет, как меня примут. Но меня приняли очень хорошо. Я очень люблю свой коллектив. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить свой коллектив за то теплое отношение, которое у них в мою сторону, за поддержку. Они меня всегда поддерживают. Даже бывало так, что когда я выступала, у нас бывали концерты на площади, они оставались до последнего, пока Кристина не выступит, мы не ногой. Дахицан дахатакцебо на фоканис, да профессионалу фандогер ройдиом мов, стамек роздахисвет. Я бы, наверное, выбрала тот же путь. Я имею в виду, я выбрала, конечно, пение, но я бы себе посоветовала не лениться, быть более целеустремленной и не переживать по пустякам. Иногда вот то, что я очень близко к сердцу все принимаю, меня вот немножко в каких-то моментах немножко ломало.
Даже вот бывало так, что вот что-то происходило, даже петь не хотелось. Кто-нибудь поет, и все, он один. Я рада, кстати, то, что вот в основном у нас в Южной Осетии как бы девочки поют. Редкость, чтобы вот мальчик. Я очень рада, я тебе желаю успехов. Не бросай. Если ты реально видишь себя в будущем в этой профессии, то я тебе посоветую поступить в наше музыкальное училище, окончить его, и дальше уже у тебя, ты сам уже будешь решать, дальше тебе идти, поступать в консерваторию или нет. Это дело каждого, и всем тоже остальным. Я вам желаю, во-первых, окончить школу пока что. Я не говорю, что на пятерке, но если четверка, ну, чтобы она была твоя четверка. Не нарисованная четверка, а вот реально твоя, которую ты в будущем оправдаешь. Здан Джиуталуна. Даде как профессоров заран цайма босту. Ну, я уже говорила то, что мне нравится работать с детьми. Естественно, когда я сама ходила на танцы, бывало так, что в младшей группе я проводила уроки. И уже оттуда пошла любовь к детям. Они меня даже иногда боялись. Когда мне предложили работать в 5-й школе, естественно, я никак не могла отказать. Мне было интересно. Свою работу я люблю. Я без нее не могу. Даже когда я болею, у меня бывает только одна мысль: быстрее бы на работу. Конечно, есть песня, которую я с большим удовольствием всегда исполняю. Я ее очень сильно люблю. Это песня «100 друзей». Она очень заводная. Просто когда уже только ее включают, я уже, когда выхожу на сцену, мне уже как бы хочется завести весь зал. Ее очень приятно петь. Стараюсь передать свои эмоции, свое настроение. Моим любимым педагогом была Валяна Викторовна. Да, она очень строгая, но справедливая. На сегодняшний день я понимаю, что она поступала правильно, когда она делала нам какие-либо замечания. Мы ее очень сильно боялись. Вся школа ее боялась. Моим любимым предметом, естественно, литература. Викторовна часто бывало так, что оставляла нас после уроков, мы читали разные произведения, стихотворения. Бывало очень часто с Ляной Викторовной мы уходили в большой парк, мы собирали дрова, ну это в основном зимой бывало, когда в классе бывало холодно, мы собирали дрова в большом парке, приходили, и того, чего мы могли набрать, хватало максимум на 1 урок, на 2 урока. Но за эти 2 урока она нас окунала в разные какие-то, давала читать разные какие-то произведения. На сегодняшний день, когда вот я ее вижу, будучи, что я ее очень сильно боялась, но когда сегодня мы где-то встречаемся, я ее всегда так обнимаю, она так тепло меня принимает, всегда спрашивает, как я. Про свои мечты я вообще, когда я что-то задумываю, что-то о чем-то думаю, особенно мечты, никому не скажу. Придет время и все увидите. Кристина, да опенеду хайдар да коста кадма баулафс амадасари борастажу цефархойс. Свободного времени у меня бывает очень мало, потому что я практически почти что каждый день задерживаюсь на работе. Но как только оно у меня появляется, я стараюсь проводить каждое свободное время со своей дочкой. Мы то гуляем, то дома чем-то занимаемся. Даванис мохкоранческ. Цохам рта охстиок цордогу минутам гаскеqumilkanes. Моханто цохамунов фотабоканис. Главное качество человека — это быть честным, трудолюбивым и никогда ничего не бояться. То же самое я всегда говорю своей дочери. Главное, чтобы она у меня была честной, трудолюбивой, никогда не боялась ничего. И что самое главное? Главное, чтобы она была хорошим человеком. Я советую вам
В первую очередь вы должны быть хорошими людьми, честными, трудолюбивыми и никогда ничего не бояться. در این دیرویوتای ایو دبا ساسته که دفند بگوی توانوی ما آزارن. من فند بازونن دبون سیس دف فندون سخست کنن اما دوانوی ما آزارن сама фанды. Вану я знаю с детства. У нас было очень много совместных концертов, где я танцевала, а он пел. Естественно, когда проходили репетиции, всегда с таким восхищением смотрела. Мне так нравилось, как он поет. Очень хотелось с ним спеть дуэтом. Это и по сегодняшний день так. Надеюсь, в будущем получится, и мы с ним споем. De ce zgândării sui corămas valuna barakan cu boidoan zedor tufanta profesii obzorana quttok. Ots quttajut de ce zganista khoskana sabinam. Не фанду идея модал ой вот фадлоца. Мария творческий ребенок. Мою дочь зовут Мария. Она очень любит танцевать. Но я бы не сказала, что она любит петь, но она очень сильно любит рисовать. Я ей всячески, когда вот уже проявлялись вот эти, что она вот там нарисовала что-то, тут, тем более у нее какой-то свой какой-то стиль рисования. И когда вот бывает, я вот так спрашиваю, говорю, Мария, кем бы ты хотела стать в будущем? Она всегда отвечает, мам, художником. Ну, может быть, она до конца не осознает всю суть этой профессии. На сегодняшний день я всячески ей помогаю. Если это ей нравится, и она от этого получает удовольствие, то я всячески стараюсь ей угодить. Мы ходим на кружок во дворец, куда она ходит с большим удовольствием. И посмотрим в будущем, как сложится, как у нее получится. Если она будет художником, я буду всегда ее поддерживать. Это ее выбор, я его приняла. И я всячески буду ей помогать, конечно. Ne Hollywood madar fakhunun rozna. Moch botsumun diskutom interneten definen man. Ama bovi poitom. De keine feiftoyway. Osokottok da guftukut afterway. Отсусусагзинот. Я ложусь рано и встаю тоже рано. Для меня главное выспаться. Если я ложусь поздно, это для меня плохо. Значит, целый день я буду вялой. Стараюсь как бы держать режим и не нарушать его. То, что я не меняюсь. Ну, мне это многие говорят, что какой они меня узнали, такой я и осталась. Ну, что мне сделать? Такая я. Другой не буду. من تنگ فشتی صابون مزردم آلاورد خیاد رایسن کریستینا تنگ جبه خدای ماگو ما فند شماین خزدار انتست هوا نمی در تنگشتر بنات درایستا ما آخه مادم فل درش و نیرستون بیامود نال کید اروت تنگ چیست نیادای ماگو زردانی مجردا خاطیا کتخس کدر کود دواتر تنگ جبه ابو من کریستینای من خواست کنم مزردم تنگ فشدی بعد تنگ مزردم فشدی я чиз тихонько жертаю. Очень старалась отвечать честно. Огромное спасибо за то, что пригласили меня на передачу. Мне было очень приятно. Самый такой вопрос, который мне понравился, это когда меня спросили про мою дочь. Выбор профессии, да. Этот вопрос, наверное, он очень важный для каждой матери, потому что строить будущее своего ребенка это в наше время очень сложно. Мои пожелания, я им желаю, чтобы они были в первую очередь здоровыми. Это самое главное. Будет здоровье, будет все. Чтобы они всегда слушали своих родителей. Пусть ценят близких и ценят и любят своих педагогов. Я вас побью сейчас. Твоя сестра. Нет! Сдам без тот
Светлана. Шоу. Вы можете расслабиться, а вы так сидите, как будто бы я какой-то депутат. Я в той же школе училась. Zahma, dazarchisa da xalak fısız melodiya swang Zahma. Нет во мне этого таланта. Увы. А то бы я здесь не сидела, я бы сидела сейчас где-нибудь в Москве.